Ну, во-первых, я хочу еще раз вас поздравить с госнаградами вчерашними. Я видел, что вы волновались, ну, людей много. И, по-моему, волновались, похоже, больше даже, чем на поле боя. Ну, это естественно. И место знаковое. Все-таки это Курская дуга связана с самыми большими за всю историю войн, и тем более за историю Великой Отечественной войны, танковым сражением. Мне кажется, очень символично, что именно на этом месте, на месте, где наши деды, прадеды сражались, вам вручены были медали героев России. Получается, вот у человека на Курской дуге дедушка участвовал. Правда? Видите, вот. Дед участвовал? Ну, дед участвовал. Ваш дед участвовал на Курской дуге? Здорово. Вот это и есть связь поколений, это и есть наш генетический код защиты Отечества. Здорово, очень здорово. Но если вернуться к поводу, ради которого мы собрались и вчера, и сегодня, я уже поздравлял вас с наградами государственными, заслуженными абсолютно. У нас, как это ни странно, до сих пор до деталей так и непонятно, как же бой-то у вас складывался. Вы как оказались именно на этом месте и в это время? Получается, мы оказались на этом месте, получили команду от командира 127-й дивизии, получается, позывной у него «Артист». Мы, получается, выскочили до этого, 4-ю роту прорабатывали, потом вышли, должны были на дозагрузку уйти, у нас там в боекомплекте всего 20 штук оставалось. Тут поступает срочная команда выдвинуться, получается, в район, как мы вчера ходили, грубо говоря, на Новодаровку. Надо выдвинуться в район Новодаровки, зачистить местность. Все. Мы просто шли на свой, мы обычно работаем всегда. То есть вы не знали, что вас там ожидает, конечно? Мы, честно говорю, даже вот спросите у Лехи, мы постоянно работаем на свой страх и риск. Мы, получается, как от командира 127-й дивизии, он, получается, нас получается, ставил на такие участки, которые, ну, самые жесткие участки, вот, считаем, мы работаем. Он прекрасно нашу работу знает, поэтому у нас... Что мое подразделение, оно находилось в резерве командира дивизии, поэтому самые сложные участки доставались именно нам. Вот. Что касается именно работы танковой техники, именно танков. Вот. Но кроме нас на Новодаровку никто не ходил из танкистов. Вот. И я туда ходил, и экипаж туда ходил, я и в составе этого экипажа туда ходил. Владимир Владимирович, разрешите сразу вопрос задам. А вот у меня, получается, есть такая вот маленькая проблемка, получается, ну, не моя проблемка, это Лехина тоже, да, Леш? Мы, получается, 4 числа потеряли своего механика-водителя. Он, получается, получил ранение, но машину не бросил, получается, нас отвез именно, потом госпитализировали, потом вот Расим сел 4 числа за рычаги, правильно же? Рычаги сел, получается, мы как раз в район Новодаровки сходили. Но получается то, что его просто-напросто забыли. Он, получается, у него сейчас на данный момент он находится там, остался, получается, на боевых. Ушел, не долечился, сказал, что пацаны, якобы я буду с вами. В итоге пришел, у него, получается, трещина в височной части. Ему надо, я не знаю, или там пластину ставить, или что-то. Он, получается, убежал, получается. Головные боли у него продолжаются. Так и сделаем, обязательно. Хорошо, что вы сказали об этом. Просто, Да, даже вопрос. получается, он остался без награды, грубо говоря. Он, считай, с нами работал все это время, считай, с января до этого. Александр Сергеевич. Просто получилось так. Ну, Вы, Александр Сергеевич, не переживайте. Все сделаем в лучшем виде. Вы-то о нем не забываете, и никто, значит, не забудет. Здесь нет никаких сомнений. Скажите, пожалуйста, как получилось так, что вы потом вернулись назад за танком, который встал на ваше место? ну как вернулись назад? Получается, команда та же поступила, мы, получается, отошли, а их маленько чуть подскрежили, но они могли сами двигаться, но не это. Мы же, получается, получили команду, вернулись обратно. Даже он Леха не даст соврать, да, Лех?
Вернулись обратно, колки. развернулись. Не, мы развернулись, подошли, развернулись, накинули колки и под обстрелом, получается, Ну, то есть вытащили. вы вышли из танка, получилось, да? Нет, получается, они нас это помогали. Они помогли. Они не в это, не искали. Они, получается, нас сразу быстро процепили, и все, и мы уходили. Ну, в любом случае нужно было выбирать машину. Выбора нет. Если подъехала машина, которая эвакуирует тебя, нужно сделать намного, очень все быстро, потому что и ты рискуешь в этот момент, и та машина, которая тебя эвакуирует, Тоже рискует. естественно, еще больше рискует, потому что, по сути, можно оставить машину на поле боя и уйти пешком. Так гораздо безопаснее, потому что можно уйти от артиллерийского обстрела. Хотя никто не застрахует от, естественно, лихой пули. А вот если за тобой приехали, тебя не бросили, тебе не дали команду покинуть машину, нужно все сделать очень быстро и не оплошать. Ну, понятно. Да, конечно. Расим Ильич, вы, я знаю, что неоднократно садились за рычаги управления на место механика-водителя. Да? А у вас сколько в подчинении танков? На данный момент 9. 9. Да. И тем не менее вы садились на, ну, так скажем, достаточно рядовую позицию, да? Сами управляли танком. Да. Почему? Как бы это описать? Нужно показывать своим подчиненным, что даже если ты боишься, туда страшно ходить на самом деле. Конечно. Нужно что-то делать с этим страхом и в любом случае выполнять свою работу. То есть просто показывали это личным примером. Да? Здорово. Здорово. Это в лучших традициях российского офицера. Это точно. Была бы шашка. Но шашку нам не выдают. Вот Александр Сергеевич бы точно на башне с шашкой бы ездил. Он Да нет, шутит. Он шутит. на Конечно, какая шашка на еще? казака похож. Так он и есть казак. Илья Владимирович, вы, я так понимаю, вы человек талантливый, ну, кроме техники, я имею в виду еще ваш литературный талант. И после окончания службы в вооруженных силах вполне могли бы, значит, быть комментатором на крупных международных, ну, внутренних, точно российских соревнованиях. У вас это очень хорошо получается. Да, я не против был бы. Но только убрать этот лексикон, чтобы то получилось. Ну, для внутренней аудитории он не очень мешает, особенно в этой ситуации. Ну, в целом, да, над этим можно поработать. Тоже слово вставлю. Да. Если дадите команду, то он спокойно пойдет. Да. Выполняем ваш приказ. Так что смотрите, если предлагаете ему, то он пойдет на все уступки, он выполнит ваш приказ. Я не сомневаюсь. Ну, так же и мы все, товарищ Верховный командующий. Как вы скажете, так оно и будет. Я понял. Ребята, кто из вас наводчик, а кто вы? А вы механик, да? Ну, передвигались вы, конечно, здорово. Это было видно со стороны. Да. Нет, правда, ничего, это правда. Но и вы работали, конечно, блестяще. По-другому не скажешь, потому что точность была, конечно, филигранная. Сколько танков уничтожили? 2 и 6 бронемашин? 2 танка, 6 или 8 бронемашин. Просто, получается, мы добивали колонну, и плюс еще он зачищал, получается, опорный пункт. Там тоже еще бронемашины стояли. Поэтому насчитали нам целую кучу. Там задача была первоначальная просто зачистить опорный пункт, поддержать огневой поддержкой. А тут получилось так, что и противник начал штурмовые действия, и тут все мы совместили. И огневую поддержку, чтобы ни спешивания пехоты не было, никакие действия, чтобы пехота не могла даже поразить наш танк. Мы прикрывали, помогали через товарищей, которые были уже пристрелены, там у нас позиции за день до этого подготавливались. Все было пристрелено, отработали, прикрыли парней, помогли им. И артиллерия отработала свою задачу, выполнила? Все молодцы.
Все молодцы. Артиллерия наша молодцы. Огневая поддержка у нас молодцы. Владимир, Туры хорошо работают. что касается артиллерии, артиллерия отработала блестяще на тот момент. Очень точные выстрелы. Если бы не артиллерия, все могло бы Да, конечно. по-другому, конечно, сложиться. Это вот что значит современный общевойсковой бой. Мы друг без друга не можем вообще.